За 2023 год Абхазию посетили более 1 миллиона человек. В объектах размещения отдохнули порядка 300 тысяч. Количество участников экскурсий, согласно проданным билетам, составило почти 940 тысяч человек. Наиболее востребованными маршрутами у приезжающих гостей из России стали Золотое кольцо Абхазии и термальный источник. Самыми популярными местами посещения по-прежнему остаются Новоафонская пещера и Рицинский национальный реликтовый парк. Рицинский реликтовый национальный парк посетило на сегодняшнее число, то есть 28.11.23, 572 737 человек. Новоафонскую пещеру имени Гиви Смыр посетило 385 тысяч человек. С 1 января по 1 ноября объем налоговых платежей в сфере туризма составил 942,8 миллионов рублей, в том числе от деятельности юридических лиц 633,3 миллиона рублей, ИП и частного сектора 109,5 миллионов рублей. Анализируя показатели прошлого года, в 2023 году увеличилась собираемость налогов и стало больше объектов размещения. Мы превысили показатели времен Советского Союза. В Советском Союзе в Республике Абхазия было около 44 тысяч койко-мест. На сегодняшний день у нас в республике 46 970 койко-места. И количество объектов размещения составляет 1052 объекта на сегодняшний день. В этом году в Сухумский порт начал курсировать круизный лайнер «Князь Владимир». Он привез в республику 1300 человек. Хорошие показатели и у Абхазской железной дороги. В данный момент идет подготовка к новогодним праздникам. Ежегодно на новогодние каникулы сюда приезжают отдыхать семьями. На новогодние праздники предстоящие бронь составляет до 60% на данный момент. Я думаю, ближе к праздникам бронь она увеличилась, потому что сегодня бронирование у нас сократилось. Если раньше глубина бронирования составляла до 2 недель, там больше месяца, то на данный период люди бронируют от 3 до 5 дней предстоящий свой отдых. Прошедший туристический сезон, согласно данным, полученным от МЧС, в Абхазии было зарегистрировано 20 несчастных случаев с иностранными гражданами, прибывшими в республику на отдых. Это несчастный случай. Потерялся в лесу, погибло около 4 человек. Да, 4 да, но вы знаете, что в этом году министерством был издан приказ на территории Рицинского реликтового парка. По исследованию туристического экскурсионного маршрута была запрещена остановка, так называемая, в каменном мешке, из-за того, что там происходили камнепады и даже закончилось все летальным случаем. Абхазия активно развивает такие направления, как деловой, лечебно-оздоровительный, экологический, гастрономический, сельский и религиозно-паломнический туризм. Свое становление и развитие получает такое новое явление, как автокемпинг и глэмпинг. В 2022 году состоялось открытие первого официально зарегистрированного глэмпинга, расположенного в Сухумском районе. Идет активное строительство новых отелей в различных городах Абхазии, в том числе и в тех, где в советское время туризм не был развит. Так, в этом году было введено в эксплуатацию 13 новых комфортабельных объектов размещения, общей вместимостью порядка 4500 койко-мест. Также Абхазия налаживает сотрудничество в сфере туризма с Республикой Беларусь и Башкортостаном. К примеру, совместно с башкирскими туроператорами была организована программа «Башкиро-Абхазское долголетие». Его основные цели – улучшение психоэмоционального состояния людей старшего поколения, поддержание их здоровья, а также укрепление связей. Совместно с абхазскими партнерами башкирские туроператоры разработали тур на 4 ночи и 5 дней. Программа включает в себя проживание, питание и страховку и обойдется участникам примерно в 30 тысяч рублей. Впервые по программе приехали 46 человек из Башкортостана. Пошла целенаправленная работа с большими регионами Российской Федерации, с республиками автономными, и уже более детально с туризмом, с культурой прорабатываются пошагово темы, по которым мы можем сотрудничать. Все больше туристов посещает Восточную Абхазию. За последние 3 года здесь открыты крупные туристические объекты – Тамыш-Вилладж и Черноморская жемчужина.
последнее время в республике российские съемочные группы снимают передачи, посвященные живописным и историческим уголкам нашей страны. Министерством туризма республики ежегодно проводится аттестация экскурсоводов, гидов-перевозчиков и инструкторов по туризму. Выдается соответствующее разрешение на ведение экскурсионной деятельности согласно квалификации. В 2023 году количество аттестованных экскурсоводов составило 460 человек. С января по октябрь 2023 года отделом контроля за осуществлением туристской деятельности и координационной работы Минтуризма совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявлено 36 гидов-нелегалов. Только 5 из них оплатили штраф в бюджет Абхазии за введение экскурсионной деятельности без разрешительных документов. Проверки на наличие экскурсионных путевок единого образца и нагрудного знака бейджа, выданного согласно реестру Минтуризма, проводились на территории Новоафонского монастыря, на въезде в Рицинский реликтовый национальный парк, в Сухумском ботаническом саду, на нескольких постах ГАИ по республиканской трассе. Гугут Савардания, Раму Камки, Абхазское телевидение.